14 октября в Свободном университете Брюсселя в Бельгии состоялась значимая церемония. Среди тех, кто получил почетные докторские степени, была всемирно известная уйгурская фольклористка профессор Рахиль Давуд, которая была похищена китайскими властями в конце 2017 года и приговорена к пожизненному заключению в декабре 2018 года. В заявлении на сайте Свободного университета Брюсселя говорится: в соответствии со своей давней традицией наш университет присваивает почетные докторские степени в знак признания людей, которые глубоко повлияли на свое время мыслями, исследованиями и действиями в области науки, искусства и политологии. С момента исчезновения профессора Рахиль Давуд в конце 2017 года китайское правительство не предоставило никакой информации о ее судьбе. В июне 2021 года РФА подтвердила, что она находится в тюрьме. В США и некоторых странах Запада был легализован запрет на импорт из Китая продукции, произведенной с использованием принудительного труда уйгуров. К сожалению, в Турции пока нет никакого развития в этом вопросе. В Великом национальном собрании Турции вопрос о принудительном труде уйгуров был вынесен на повестку дня бюджетных переговоров Министерства торговли. Депутат от Хорошей партии в Стамбуле Эрсин Бияз спросил министра торговли Омера Болата на заседании комиссии по планированию бюджета, есть ли исследования о принудительном труде уйгурских турок и продуктах, импортируемых из Китая. Министр торговли Омер Болат не ответил на вопрос об уйгурских турках и принудительном труде уйгуров. В оккупированном Китаем Восточном Туркестане режим КПК обвиняется в совершении геноцида против мусульманских тюркских народов, особенно уйгуров. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Втором всенародном съезде обратился к народу Кыргызстана с просьбой поддержать идею смены государственного флага. Когда Нурсултан Назарбаев предложил перенести столицу в Астану, многие казахские депутаты выступили против. Он попросил их согласиться в качестве подарка на день рождения. А теперь посмотрите, во что превратилась Астана. Я терпеть не могу столицу, так что хотя бы поддержите меня в смене флага. Цвет не меняем, есть только незначительные корректировки. Вы меня поддерживаете? Спасибо. В результате совместной работы, проведенной Стамбульским управлением по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, разведкой и незаконным ввозом мигрантов, в Стамбуле были арестованы 2 человека, разыскиваемых Интерполом. Министр внутренних дел Бельгии Али Эрликая объявил, что гражданин Великобритании Мохаммед Закир Миах, разыскиваемый Интерполом с красным уведомлением, и главарь организации по распространению наркотиков по всей стране в Бельгии, был арестован в Бюйүк-Чикмендже, Стамбул, а гражданин Китая Чен Сюэфэн, разыскиваемый во Вьетнаме за нанесение тяжких телесных повреждений с красным уведомлением, был арестован в Багдаджиларе, Стамбул, в рамках операции «Клетка-20». ARM Holdings уволила более 70 инженеров-программистов в Китае. Компания ARM Holdings, занимающаяся разработкой чипов, недавно уволила более 70 инженеров-программистов в Китае и перенесет некоторые должности за пределы Китая, согласно источникам, знакомым с этим вопросом. Согласно заявлению, опубликованному МИД КНР, заместитель министра Сунь Вэйдун встретился со своим северокорейским коллегой Пак Мён Хо в Пекине. Между двумя странами была достигнута договоренность об укреплении стратегических коммуникаций и координации. Сообщается, что высокопоставленная дипломатическая делегация Северной Кореи провела переговоры в Пекине.